Кстати, вроде бы фастфуд, забегаловка, но рыба вкусная и свежая, да? Абсолютно верно. Ты знаешь то, что она выращивается здесь в 5 минутах? Да, хорош. Да, опять вот это креативное начало блога, да, твое? Оно самое. Ну ладно, пойдем покажем. Давай. Поехали. Именно здесь рыба учится питаться, расти и набирать вес. Для того, чтобы промышленно начать выращивать рыбу, нужно много. Нужны миллионы долларов. Олег, здорово. Привет, Здорово. привет. С приездом. Рад Спасибо. видеть на рыбхозе. Ну, Олег, расскажи, что это за здание, где мы вообще? Ну, мы находимся недалеко от Бишкека. Здесь уникальное место для того, чтобы было построить здесь еще один небольшой рыбхоз. Это инкубатор для форели. Там мальки, да? Там мальки форели, они у нас идут от икринки до 10 граммов максимум. Ну, ты сейчас все покажешь. Конечно. Ну, слава богу. Здесь у нас очередной инкубатор для теплолюбивых видов рыб. Это осетр. У нас здесь еще есть осетровое хозяйство прямо рядом. Туда поставляем... Ну, ты его тоже покажешь. Конечно. Поедем посмотрим. Мелких осетров. И дальше растим уже до 2-3 килограммов. А вот между нами это все, что не помещается в инкубаторе, мы держим вот в таких сетках. А что там, тоже мальки? Это только мальки, да. Мальки, в основном форели. Дальше там есть переработка рыбы, полностью потрошение, чистка, заморозка, копчение. Пойдем посмотрим. А откуда такая чистая вода вообще? Вода артезианская, качаем из-под земли 120 метров, насосы, в общем, чистейшая, ледяная, холодная, отличная вода. Для форели именно такая нужна. Для форели нужна вода с температурой 12 градусов, чистейшая, артезианская, с максимальным кислородом, который приходится добавлять. То есть вот Ну, пойдем все другого покажешь? не придумаешь. Все, пойдемте, ребят. Пойдем. В общем, вот наш инкубатор. Ага. Здесь мы производим большое количество мальков, форели, которая приходит к нам икрой. Икрой на стадии глазка, то есть она уже вот-вот должна выклюнуться. А сейчас мы не можем посмотреть. Сейчас не сезон, но мы к этому вопросу можем вернуться через 3 месяца ориентировочно. Да? То есть каждые 2-3 месяца мы получаем икру и получаем вот таких вот мальков. Понятно. Это у нас... Малек форели. Форели. Малек радужной форели, которому буквально 2 недели, и который уже перешел на питание комбикормами. Это называется, перешел на стадию активного питания, чуть-чуть подрастет, дальше мы его будем отправлять на курксай. Когда поступает икра, оттуда вылупляются маленькие мальки, и они попадают именно в это помещение. Прямо сейчас здесь порядка 1 миллиона мальков. Вот именно этим малькам от роду всего 2 недели. Весь процесс, назовем это яслей, занимает порядка 2 месяцев. Именно здесь рыба учится питаться, расти и набирать вес. Для разведения мальков форели необходима чистая, проточная вода. Посмотрите, как все организовано. Отсюда поступает чистая вода, там идет слив, и из этой трубы выходит, ну, назовем, отработанной водой. Вода, я вам хочу сказать, очень и очень прохладная. Вообще, для того, чтобы выращивать мальков форели, нужны специальные условия. Да, действительно, очень важно выдерживать правильную температуру, не более 12 градусов. Плюс, это содержание кислорода. Кислород должен быть в районе 10 мг на литр, это тоже важно. То есть у нас есть оксиметры, которые замеряют кислород. Правильный корм, так как кормление происходит 2 часа, каждые 2 часа мы кормим рыбу. Ну и очень важно, после того, как какие-то рыбки умирают, их нужно сразу убирать, потому что это может сказаться на других. А Чистить. это такое тоже, да, происходит? Конечно, такое происходит. Есть определенные нормы отхода, которые допустимы. То есть, если нормы превышены, значит, что-то происходит или что-то идет не так, надо контролировать, менять. Понятно. Давайте замеряем, сколько же здесь у нас кислорода. Итак, процесс пошел.
уже больше 10, уже норма. И продолжает повышаться. О, вот там вообще совсем другая. Приобретается специализированная икра, которая ничем по вкусу и по цвету мяса не отличается от радужной, но цвет ее внешний, наружный позволяет ее называть золотой рыбкой. Ничего себе. То есть вот Вау, это вот то, что классно смотрится. очень популярно, похоже на кои. Блин, я хочу вот такую попробовать. Мне кажется, она на столе будет по-другому смотреться. Мы находимся на осетровом хозяйстве. Сейчас мы увидим, как вообще получают таких огромных рыб. Причем это происходит прямо в Бишкеке. Ёлки-палки. Душ схватился. Да. Сейчас мы одну вытащим для вас. Вот. О, подожди. Опа. О! О! Стой, подожди. Опа. Ты ее травмировал, блин. Ёлки. Сейчас я вытащу кормушку. Специальная вещь, которая помогает, капец она тяжелая, чтобы корм не уходил на дно. А вот там, видите, такой маленький осетренок у нас. Да, опа! Давай! Мы сейчас с вами увидели детский сад. А теперь давайте посмотрим на начальную школу осетровых. Итак, поехали. Тут они уже будут побольше. Так, О, что, где они? красавцы! Опа. О! О, вон тот вообще белый, да? Да, белый. Это крайне редкая рыба, самая дорогая икра именно из осетра, который альбинос. Вот он, красавец. Итак, вот здесь уже старшие классы Кыргызского осетрового университета. Здесь водятся самые крупные особи, в которых уже есть та самая заветная черная икра. Мы посмотрели, как растет осетр. Ну, определенных самок отбирает и помещает в это место. Все правильно, здесь находятся самки половозрелые, которые готовы отдать свою икру именно для дальнейшего воспроизводства. То есть мы от этой икры будем брать потомство, получать мальков и в дальнейшем выращивать уже. То есть это не те, чье потомство мы кушаем за столом. Эта икра не пищевая, она пойдет у нас только на воспроизводственные цели. Понятно. Итак, мы вырастили рыбу, а теперь ее нужно переработать. Давайте посмотрим, как это выглядит. Нам нужно рыбу сначала поместить в лед. А вообще лед необходим для того, чтобы как можно дольше хранить эту рыбу. Теперь идем на разделку. Вот сюда. Опа. После того, как рыбу разделали, кстати, смотрите, та самая янтарная форель, она отправляется на соление, потом ее или вялят, коптят для внутреннего рынка, или же максимально охлаждают для экспорта. Вот прям вот так вот ее и засаливают. В принципе, ничего сложного. Дальше соленая рыба вялится вот таким вот образом. Причем вот в таких вот аппаратах. Опа! И вот она вот тут вот тусуется. Итак, после того, как рыба повялилась, покоптилась, нам ее нужно порезать как стейк. Ну, а дальше она уже пойдет на магазин и прилавки. Делается это, в принципе, очень просто. Вот так. Вот видите, как она смотрится. И вот он, стейк. Итак, рыба, которая идет на экспорт, ее нужно хорошо охладить. Происходит это именно в этой камере. Сюда помещается порядка 5 тонн, и происходит это при температуре, ну, порядка минус 40 градусов даже. Для того, чтобы получить черную икру, нужно, конечно, в первую очередь
дождаться, пока рыба готова будет ее отдавать. Это значит 6-7 лет выстоять правильных температур. После этого рыбу нужно будет выловить из пруда, поместить в емкость с подходящей водой и выдержать ориентировочно несколько дней. Вот в таких вот небольших емкостях мы можем передерживать 1-2 рыбки определенное количество дней, то есть там неделю, дней 10, в зависимости от температуры. После этого рыба вылавливается и отправляется уже на разделку для того, чтобы достать из нее икры. Значит, рыба попадает сюда. Сюда попадает рыба в основном 5 плюс стадии, для того, чтобы отбирать у них черную пищевую икру. Для определения размеров икры и качества икры мы делаем биопсию. Вот. Эта икра видно, что крупная, созрелая, где-то 5,5 с плюсом. Значит, она может спокойно пройти, значит, процесс засаливания и получения черной пищевой икры. Для того, чтобы определить процент содержания черной икры в этой самке, мы предварительно самку взвешиваем с икрой. Икра находится в ястыках. Что такое ястыки? Ястыки – это мешочки, в котором идет развитие икры внутри полости самки. Это вот стадия не половозрелой, то есть с нее нельзя брать живую, но делать пищевую икру можно. Поэтому это 5-я стадия. А в основном для получения потомства мы отбираем рыбу где-то 5 с плюсом 6. Общее количество, значит, полученной икры с этой самки составило 980 грамм. Можно уже спокойно подсчитать количество в процентах, которые дала эта рыба. Сейчас идет вот в данный момент промывка икры, отделение, то есть вот видите, да, красное, это кровь, какие-нибудь там внутренности, которые могли попасть сюда. Это чисто идет промывка. Именно промывается в соленой воде, где-то в 1 литре воды, где-то около 130-140 грамм соли поваренной. Именно почему мы пользуемся соленой водой, для того, чтобы укрепить икринки, чтобы они меньше раздавливались и качество пищевой икры было лучше. Одна из этапов приготовления икры – это пробивка икры, то есть отделение икры от мешка, в котором он находится. Вот сейчас идет процесс засолки икры. Значит, залили тем же раствором солевым, и где-то около 1 минуты, может чуть больше, будет передержка, и после этого все будет отделяться жир и вода, которая, значит, вот самая, будет отделяться, и получится уже готовая черная зернистая икра. Значит, вот именно процесс очистки, то есть отделение мелких частичек внутренностей, когда отбирали икру, идется вот именно вот таким методом. Использую марлю, обыкновенную марлю. И вот обратите внимание, видите, да, вот стоит чистая икра, где нет ни одной точки. Вот грязь, которая осталась, вот она, которая не должна попадать в банку с икрой. Вот идет процесс закладки икры, значит, в банке по 100 грамм. Значит, предварительно эта банка была взвешена, она весит определенную массу, и в него закладывается 100 грамм черной икры. Вот примерно это вот будет выглядеть вот в таком виде. Олег, ну расскажи, какие были трудности? Я уверен, вот ко всему этому вы пришли не вот так вот сразу. У нас, естественно, основная трудность была, это со сбытом была проблема. То есть мы выращивали рыбу, но не знали для кого. В итоге мы должны были выращивать большой объем, чтобы зарабатывать, при этом продать его мы не могли. И мы потихоньку формировали рынок сбыта на месте, пытались переработать, как-то завлечь людей, привлечь его к рыбе, потому что для нас форель, для нашего населения это была неизвестная рыба, единицы только понимали. Сейчас со сбытом вопросов нет, потому что есть Российская Федерация, есть Казахстан, забирают, и мы не успеваем производить тот объем, который им нужно. Есть вопросы, конечно, на уровне там, государственных, да, моментов. Там. Нет субсидий, нет помощи, потому что во всем мире рыбная отрасль – это субсидируемая отрасль. Государство помогает. Турки развились таким образом. В Казахстане оплачивают, в России у нас просто бюджет не позволяет. Мы это понимаем. Поэтому рыбоводы у нас в стране, мы в том числе, мы выросли за счет собственных средств. Мы выросли за счет того, что мы сами вкладываем, реинвестируем в наше производство. Получив прибыль, мы вкладываем, опять же, только в собственное производство, наращиваем объемы. Нам никто не помогает. И у нас единственная просьба к государству – это не мешать. Мы сами все сделаем. Нужно время и не трогать. Все остальное у нас для этого есть. Если бы
тебя сейчас вернуть к истокам, да, и в нынешнюю экономику, сколько бы тебе понадобилось денег, чтобы начать заниматься этим бизнесом? Для того, чтобы промышленно начать выращивать рыбу, нужно много, нужны миллионы. И для того, чтобы выращивать бассейновым Миллионы способом... долларов. Миллионы долларов. Для того, чтобы выращивать бассейновым способом, потихоньку развиваясь и наращивая обороты, достаточно и 20-30 тысяч долларов. Все Понятно. в зависимости, какие амбиции, какие у тебя желания, цели. А какие бы советы ты дал начинающим рыбоводам? Основной совет, который я и так даю рыбоводам, которые приходят ежедневно за помощью, обращаются. Мы просим рыбоводов бережно относиться к экологии. Мы используем воду, мы воду меняем. То есть мы рыбу держим в воде, она меняет состав воды. Это нужно делать очень аккуратно, потому что эта вода в дальнейшем будет идти, опять же, в наши водоемы и в наши озера. Мы не должны портить экологию. И таким образом у рыбоводов появится польза от поддержка от природы, так скажем, которая даст плоды и прибыль. Олег, было что-нибудь такое критическое, что вот ты прямо сейчас готов вспомнить, да, что-то из ряда вон выходящее? У меня был один такой случай, знаешь, до сих пор не хочется его вспоминать. Мы на самом начальном этапе нашего развития привлекли инвестиции и решили замахнуться на большой объем рыбы. Получили огромный объем икры, 1,5 миллиона икры. И ночью прошла сель. Озеро, которое в горах, единственный раз там, за 500 лет вышло из берегов и просто пошло селью, уничтожая все на своем пути, там реку и все остальное. И, в общем, мы потеряли всех мальков. То, что мы успевали по грязи вывозить, потому что уже дороги были перебиты и все остальное, мы потихоньку вывозили, но мы от 1,5 миллиона мальков получили в районе 20-30 тысяч мальков. Какая цель у вас вот на ближайшие годы? К чему идете? У нашей компании мы преследуем краткосрочные цели, то есть мы ставим перед собой определенный объем, который мы должны достигнуть, и планомерно его достигаем. На сегодняшний день мы хотим выращивать 5000 тонн. 5000 тонн за какой период? 5000 тонн в год. Это объем, который ежегодно выращивается на нескольких рыбхозах. Иссык-Куль, Курупсай, здесь, на осетровом хозяйстве. Понятно. А вот эта затея с черной икрой? Затея с черной икрой, она была изначально запланирована, но мы по дороге немножко устали. Пока мы достигали этой цели, мы просто устали ждать. Такое когда тоже будет... бывает. И мы устали, немножко отпустили эту идею, она начала развиваться. Мы не трогали рыбу, мы просто ее кормили. И в самый, как говорится, неподходящий момент на нас вот эта вот икорная ситуация возвернулась, да, или как это правильно сказать. Ну, в общем, мы поняли, что мы подошли к цели, сами того не подозревая. То есть мы достигли вот этого вот получения черной икры впервые в Кыргызстане от собственной рыбы, которую уже даже, честно говоря, и забыли вообще. Олег, ну вот расскажи, почему именно здесь? Я вижу здесь очень красиво, но с точки зрения выращивания форели, почему выбрано именно это место? Ну, мы кочевники, мы изначально были на Иссык-Куле, потом мы перешли на реку Нарын, это река Нарын, но она от Токтагульской ГЭС до Курупсайской считается Курупсайским водохранилищем. Ага. Около 30 километров, ширина его порядка 300 метров. Олег, я много слышу, то, что в Токмаке открывается очень много рыбных хозяйств. Какая разница между выращиванием рыбы там и здесь? Вообще сейчас популярное направление выращивания форели. Вся Чуйская область гремит за счет того, что воды много, Ага. и вода на самом деле подходящая, температура, все подходит. Угу. Мы отличаемся только тем, что мы занимаемся промышленным выращиванием. Используя маленькую территорию, Угу. мы можем выращивать большой объем. Мы выращиваем практически весь объем Токмака, так скажем, да, знаменитого. Вот здесь вот. Вот именно здесь, да. Сколько человек работает здесь? Сегодня трудоустроено 10 человек постоянно и плюс еще 5 сезонных работников, то есть 15 человек. И при этом тут весь объем Да, Токмака. да, то есть примерно 1000 тонн корма мы съедаем здесь за год. Это огромный объем. При этом задействовано порядка вот несколько гектар акваторий, да, пока. А если
по цифрам, сколько примерно в Токмаке рыбы выращивают, сколько здесь, примерно сколько они там земли заняли, да, ну и сколько тут. Садки стоят, не используя электроэнергии. Люди не мешают рыбе, они приходят только ее кормить. Используем глубину, толщу воды. И это все способно показать, что 1000 тонн рыбы, выращивая здесь, используя 1 гектар земли, Мгм. по сравнению с сотней гектаров в Токмаке, и порядка 1000 человек задействованы при этом бизнесе в Чуйской области, в Токмаке. То есть подвожу итоги. Сотни гектар в Токмаке, примерно 1-2 гектара Все здесь. верно. Тысячи людей работают там, 10-15 человек работают Все здесь. верно. 1 000 000 килограмм здесь и 1 000 000 килограмм в Токмаке. Все верно. Слушай, Олег, мне тут так нравится, мы как будто вообще в раю каком-то находимся. Там, вон, говорят, медведи водятся, лисы. Вообще здесь не чувствуется, что человечество где-то рядом. Мы как будто находимся где-то в изоляции. Знаешь, да, и для выращивания рыбы это очень важно, потому что есть одно правило уникальное при выращивании рыбы. Самое главное — не мешать. То есть не нужно к ней подходить, не надо на нее смотреть, не надо там ее каждый раз там гладить или там трогать или еще что-то. Чем меньше человек подходит к рыбе, Ага. тем лучше. В чем разница между вот этим садком, вот тем, вот этим? Потому что пока для меня вообще они все одинаковые. Никакой разницы между большими шестигранными садками нет. То есть это просто плавающая конструкция металлическая Мгм. с подвязанной сетью. И используем эти сети достаточно прочные, но это как расходный материал для нас, то есть нам приходится их каждые 5 лет менять. И потому что в любом случае среда агрессивная, ветер, вода, холод, оно приходит со временем Даже в мне, негодность. холодно. Вода ледяная. Да? Кстати, сколько градусов? Даже летом здесь вода не больше 10-11 градусов. А это разве неплохо для рыбы? Они, по-моему, когда мерзнут, не так хорошо растут, нет? Есть много таких вот мнений, что чем лучше температура, выше, тем быстрее растет рыба. Да. Скорость роста для форели это не всегда хорошо. Потому что есть такое понятие, как плотность мяса. Мгм. Семга, крупная форель, которая выращивается в России, в Карелии, Мгм. она вся выращивается в холодной воде. Ага. Это значит, что плотность мяса у нее подходящая для переработки. То есть рыба растет медленнее, но у нее зато плотность мяса формируется намного лучше. И для дальнейших транспортировок длительных, Мгм. кстати, эта рыба вся поедет в Российскую Федерацию. То есть ее Серьезно? Да. Все на экспорт? все на экспорт. Да. Слушай, а какой спрос вообще в России? Они как бы вот твоим хозяйством достаточно России или Нет, они готовы нет. потреблять? Интересная ситуация на рынке сегодня. Это Ага. спрос настолько превышает предложение. То есть мы выращиваем за год ориентировочно там, от 600 до 800 тонн в год. Да? Ага. У нас есть покупатели на 800 тонн в неделю. Ёлки-палки, есть- это в 54 раза больше. Это в 54 раза больше. Поэтому, естественно, нам в стране нужно выращивать как можно больше рыбы, потому что россияне еженедельно приходят и говорят: дайте рыбу. Ну, конечно, рыба должна быть соответствующего качества, размера, цвет мяса, плотность мяса. Это очень важно. Ты сказал, что чтобы вырастить, ну, условно, 10 тонн рыбы, да, нужно 10 тонн корма в год. На рост рыбы влияет температура, размер, ну и, естественно, качество корма. То есть, чем лучше корм, тем меньше ты его используешь при выращивании рыбы. То есть, например, идеальные условия – это когда рыба до килограмма растет, потребляя за весь свой период всего лишь 1 килограмм корма. Это идеальные условия. Но если температуры низкие, как в данном случае Так, у нас, подожди, я тебя прерву. Значит, вот от малька до килограмма она съедает 1 килограмм корма. из-за того, что у вас у рыбы плотность мяса выше, и вы ее должны больше кормить, чем, допустим, в Токмаке, да?
стоимость 1 килограмма у вас выше, чем у рыбы такманской? Себестоимость у нас выше. Себестоимость понятно, а реализуемая цена? Есть, помимо того, что мы растим ее, используя больше корма, мы еще тратим больше времени. То есть она Понятно. чуть-чуть медленнее растет. Мы вынуждены искать покупателя, который дает больше цену, а это, к сожалению, не местный рынок. То есть это даже не казахский рынок, это Россия, но мы можем позиционировать свою рыбу как премиум сегмент, класса. экологический, да, чистый продукт. И почем забирают россияне 1 килограмм рыбы? Цены разные, но от 300 до 400 сомов за килограмм. А теперь возвращаясь к тому, что ваше производство пока работает на 5%. Не хватает оборотки. Я слышал последнюю новость, что вам одобрили кредит Киргизско-российского фонда. Собираетесь расширять данное производство? Наша цель – это 5000 тонн здесь, на этом участке. Это вот то, что в ближайшие годы нам нужно сделать, потому что, согласно нашему спросу, мы прям, не дорабатываем, так скажем, поэтому… Ну, это приятные проблемы, мне кажется, нежели чем перерабатывать и потом выбрасывать рыбу. Согласен. А если не секрет, вот ты сказал, что хочешь увеличить сейчас производство в 2 раза. Какие инвестиции тебе нужны, при том, что у тебя уже есть такая база? Сколько нужно миллионов, чтобы увеличиться хотя бы вот с 1000, да, до 2000? Посчитать очень легко. Как я уже говорил раньше, 250 сомов в себестоимость 1 килограмма форели. А там 1000 тонн, 2, 3, 4. Просто умножаем на 250 да, сом, да. и понимаем. И понимаешь, сколько денег тебе потребуется за вот эти 2 года освоить. Олег, у вас есть ассоциация, правильно? Расскажи немножко про эту ассоциацию, чего добились, какие фишки для рыболовов теперь доступны. В 2009 году мы создали ассоциацию рыбных хозяйств. Она порядка 40 компаний сейчас в себе объединяет. Возглавляет эту ассоциацию мой отец, Досаев Ринат Абдулаевич. Да, Кыргызстан? знаменитый ихтиолог. Мы этой ассоциацией, в принципе, очень многого добились для рыбоводов. И многие спрашивают, задают вопрос, что нам дает эта ассоциация? Во-первых, то, что мы не берем ни с одного нашего члена, ни одного тыина, так скажем. Да? То есть эта ассоциация бесплатная для наших участников. Это первое. Мы ее тянем полностью за свой счет. Второе, мы полностью освободили рыбоводов от всех налогов. Серьезно? Да. То есть вот это все не платит ни НДС, ни налога с продаж? Нет. Даже налога на прибыль нет? Даже налога на прибыль хозяйства. Подожди, я не могу в это поверить. То есть вы сейчас продадите фуру форели в Россию, скинете им свой счет банковский, они вам закинут туда деньги, и вы просто пойдете и возьмете эти деньги, и все? Все верно, все верно. Потому что мы занимаемся производством сельхозпродукции. То есть мы продаем то же самое у нас яблоки, то же самое у нас черешня, мясо, все что угодно. То есть все, что связано с сельхозкой в Кыргызстане, не облагается налогами. Но мы платим налог на землю и подоходный налог с наших сотрудников. Так это рай. Это рай для рыбоводства, для ведения бизнеса, мне кажется. Мы таким образом максимально призываем всех выращивать рыбу, потому что у нас есть все для этого. Вы проходите какую-то сертификацию, да, вот, допустим, в той же России у вашей компании сертифицирована рыба, как это произошло вообще? Сложно ли Наша это компания с 2011 года зарегистрирована в Россельхознадзоре. Сразу скажу, приехать и продать в Российской Федерации пищевую продукцию очень и очень сложно. Сколько примерно у нас компаний, которые вот сертифицированы и экспортируют свою рыбу? По последнему списку порядка 25 компаний именно по рыбе, но кто-то сертифицирует и рыбу, и мясо. Можешь сказать конкретную сложность, да, какую-нибудь историю, которую пришлось преодолеть, такого технического характера, что ли? Есть. У нас, честно говоря, в стране
такие вот резкие принципы, да, запрещать. Не обдуманно, не продуманно. Вот то же самое получилось с запретом на выращивание форели на озере Иссык-Куль. В 2013 году нас запретили. Запретили по причине, что форель уничтожает чебачка. А запретили как? Дали возможность в течение полугода забрать свои садки и перевести их куда-нибудь в другое место. Нам нельзя запрещать. У нас долгосрочный бизнес. Мы вкладываем сегодня, получаем только через 2-3 года. Нам надо не запрещать, а делать правила игры. Усложнять их, какие-то законы менять. Но так резко обрубать нельзя. Вот это вот было испытание, которое на тот момент мне, мы, пообщавшись среди своей семьи, подумав, как дальше быть, как дальше развивать этот бизнес, и была просто мега-депрессия, и не было желания развивать это дальше. Вот здесь появился такмак, вот здесь появились мелкие рыбные хозяйства, но нам было это неинтересно, потому что промышленный объем выращивания, он немножко другой. И мы были вынуждены уйти, мы перешли сюда, на Курупсайское водохранилище. Это заняло у нас порядка 2 лет, и только просто потому, что мы набрались сил и сказали, окей, мы идем дальше, мы будем работать, мы будем дальше развиваться, но мы были близки к банкротству. То есть это тот период, когда ты задумываешься либо вообще уехать и забыть вообще про это как страшный сон, потому что и здесь могут вроде бы как бы запретить, да, или там в другом месте, но мы себя пересилили и пошли дальше. Охренеть! С дымком. Вообще, Чина, у нас с тобой намечается такая тенденция. Наш блог превращается из чисто производственного в производственно-кулинарный. Слушай, ну это же тоже производство. Мы берем Согласен. сырье и производим конечный продукт. Кстати, ты знал то, что кыргызы вообще раньше рыбу не ели? Ну, не прям вообще, но вот бедные кыргызы, у кого не было возможности поесть баранину, они ели рыбу и черную икру. Вот черную икру в особенности много ее ели. Много Да, ели, да. конечно. Что, мяса нет, вот тебе черная икра, ешь. Поэтому у нас все кыргызы такие борзые. Я так скажу. Да? Да. Типа, у меня нет денег, дайте мне черную икру. Например, на себя посмотри. Я вообще сама люблю борзота чёрную. Я нет, ты что? Я сама галантность, любовь и вежливость. Слушай, капец вкусно получилось. Очень вкусно, я тебе говорил. Реально, реально. Ты как там не зря поливал водичкой вообще все Конечно. это дело. Слушай, ну мы затягиваем наш блог, и мне это не нравится, потому что моя рыба стынет, и я думаю, наши зрители тоже уже кушать хотят. Угу. Нажимайте на колокольчик. Да? Ну подожди, давай расскажем про наших героев. Давай, давай. Мне кажется, они вообще молодцы. Они, вот смотри, они используют наше главное преимущество, именно локации Кыргызстан, да? Вот эти наши прохладные речки, глубокие, проточные. Идеальное место для выращивания форели. Казалось бы, Кыргызстан, больше 90% горы. А вот, пожалуйста, форель, горная форель, известная на весь мир. И они ее выращивают. Уважаемые наши соседи, россияне, казахи, как же я вам завидую. Почему? Вот такая вкусная рыба к вам прям идет. Да, к сожалению, высший сорт, как всегда, идет на экспорт. Да. Нужные объемы, поэтому нам остается только черная икра. Да, но мы, кыргызы, люди добрые, гостеприимные, все лучшее друзьям и соседям. Да. И мы решили разыграть 5 банок черной икры. Все, что вам для этого нужно сделать, это написать очень классный комментарий. Естественно, нажать на Давай не колокольчик. просто комментарий, а просто пусть напишут любимое блюдо из рыбы. рыбы, да. Кстати, идеально. И тот, чей комментарий мне больше всего понравится, я и выберу победителем. Ну, 5 выберу. Дорогие друзья, нажимайте на колокольчик.
Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки и пишите супер классные комментарии. До встречи на канале. Алканов. Вкуснятина. Да, продолжаем есть. Наконец-то мы это сняли.